мы идем сегодня в Министерство социального обеспечения и демографической политики Республики Абхазия. Это серьезное ведомство, отвечающее за пенсионное обеспечение, социальное обслуживание, за поддержку многодетных семей, за демографию и многое другое. Здравствуйте, Кама Гарьевна. Конец года, и можно подводить итоги. Я думаю, что давайте начнем с самого животрепещущего вопроса пенсии. Скажите, изменилось ли число получателей и выплат пенсии по сравнению с 2024 годом? Да, действительно, это важный вопрос для нашего общества, и всегда все вопросы начинаются с пенсионного обеспечения. На сегодняшний день в Абхазии порядка 50 тысяч пенсионеров, и количество пенсионеров увеличилось практически на 1300, чуть более чем на 1300 человек по сравнению с 2024 годом. Скажите, я думаю, что это тоже всех волнует. Будет ли расти абхазская пенсия? Вы знаете, абхазская пенсия всегда растет в соответствии с доходами нашего бюджета и с ресурсами нашего государства. Социальный блок — это зеркало нашей жизни. По сути, не может расти пенсия в отрыве от государственных процессов, от экономики, самостоятельно, независимо от того, как развивается экономика. Пенсионное обеспечение всегда отражает то, что складывается внутри общества. Это наше предприятие, сельское хозяйство, туризм. Каждый прозрачно уплаченный налог отражается на нашей последующей пенсии. Каждый прирост каждого нового рабочего места в последующем будет в перспективе будет отражаться на размере общей пенсии. Если искусственно завышать сумму пенсии, она не может расти или индексироваться в разрезе от возможностей государства, которые существуют на сегодняшний день. Поэтому это все взаимосвязанный процесс. Реально пенсия растет и будет расти только с ростом самой экономики и экономических процессов внутри нашего общества и государства. Поэтому это единый механизм, который не может развиваться самостоятельно. При этом мы не стоим на месте. Я думаю, жителям будет также интересно, вот какой объем денежных средств выделяется ежемесячно на пенсии и пособия. Первый этап повышения пенсии у нас был всем категориям получателей пенсии. В августе было повышение пенсии ветеранам Отечественной войны, ветеранам Афганской войны и чернобыльцам. Там порядка от 2,5 до 6 тысяч рублей было повышение пенсии. Третий этап был в октябре этого года. Там коснулась следующих категорий: ветераны нашей Отечественной войны народа Абхазии. По категориям это на 2000 повысилась пенсия героям Абхазии, кавалерам ордена Леона и награжденным медалью за отвагу. Далее на 1000 рублей была повышена пенсия инвалидам войны и семьям погибших в Отечественной войне народа Абхазии. И также на 1000 рублей были повышены персональные пенсии. Исходя из этого, мы можем сказать, что каждый раз, когда появляется какая-то возможность внутри нашего бюджета и внутри пенсионного фонда, мы стараемся индексировать и повышать пенсию в соответствии с тем, как нам позволяет этот ресурс. В целом, общий объем финансирования, ежемесячного финансирования на все виды пенсий и пособий по Республике Абхазия составляет 186 миллионов рублей. Это существенный и большой объем, который говорит о том, что государство не отказывается от своих социальных обязательств, выполняет их в полном объеме. И за 2025 год можно констатировать, что все обязательства, взятые на себя государством по социальному обеспечению, были выполнены в полном объеме. То есть пенсионные обязательства в этом году выполнены в полном объеме и без задержек? Без задержек и в полном объеме. Конечно, нас всех волнует размер пенсии, повышение пенсии. Конечно, мы понимаем, что за каждой цифрой стоят реальные потребности и нужды нашего общества. И, конечно, мы бы хотели, чтобы эти цифры были гораздо выше, чем мы имеем на сегодняшний день. Но опять-таки, как только появляется такая дополнительная возможность в нашем государстве, мы всегда стараемся не оставлять социальную сферу и повышать пенсии по мере возможности. Скажите, мы в курсе, что принят новый закон о социальном обслуживании граждан. Какие изменения вот этот закон вносит в жизнь тех, кто нуждается в постоянном уходе? Вы знаете, да, вот действительно принят закон о социальном обслуживании граждан, который вступил
уже в 2025 году в силу. За весь 2025 год была подготовлена подзаконная нормативная база, которая обеспечивает и обеспечила полноценное вступление закона в силу. Вообще, это в целом принятие этого закона — это полная модернизация системы социального обслуживания в республике. На сегодняшний день все социальное обслуживание в республике осуществлялось за счет государства, и, соответственно, единственным поставщиком социальных услуг было государство на безвозмездной основе для получателей социальных услуг. Новый закон — это модернизация и переход на современную систему социального обслуживания, которая позволяет и расширяет круг поставщиков социальных услуг. Теперь поставщиками могут быть юридические лица разной формы собственности, которые будут осуществлять такую деятельность в соответствии с теми полномочиями, которыми их наделяет новый закон. То есть социальные услуги теперь может осуществлять не только государство, но и коммерческие организации. А как вы, министерство, можете при этом контролировать, как это будет происходить? Ну, например, там же будут наверняка и платные услуги. Да, безусловно, будут платные услуги, и, получается, коммерческие организации смогут быть поставщиками этих услуг. При этом министерство оставляет за собой главную функцию регулятора и контролера этой деятельности. В соответствии с постановлением Кабинета министров, любая организация, которая хочет стать поставщиком социальных услуг, должна пройти процедуру государственной аккредитации. Государственная аккредитация предусматривает стандарт качества как к материально-техническому обеспечению, также и к квалификации специалистов, медицинских сотрудников и так далее. То есть там есть жесткие критерии, которые невозможно будет обойти в соответствии с порядком аккредитации поставщиков. Это и выездная проверка, и проверка документации, соответствие специалистов той заявленной квалификации. Скажите, а за какими категориями граждан будет закреплено право совершенно бесплатного социального обслуживания? Да, это тоже очень важный вопрос, и это очередная социальная гарантия государства по отношению к своим гражданам. За лицами, чей среднедушевой доход будет ниже прожиточного минимума, на момент обращения за данной социальной услугой будет закреплен пакет услуг совершенно бесплатно. Помимо этой категории выведена специальная категория: инвалиды первой и второй группы, инвалиды с детства, инвалиды, дети и далее лица, пострадавшие в результате чрезвычайных ситуаций. Вне зависимости от их дохода им предоставляется социальная услуга бесплатно. То есть государство гарантирует для таких категорий граждан бесплатные социальные услуги. Скажите, мы знаем, что любой новый закон, принимаемый государством, он может быть успешен только в том случае, если хорошо проработан. Вот в данном случае нормативная база под этот закон, она вся в полной мере произведена? Весь 2025 год, по сути, ушел на проработку и подготовку нормативной базы к этому закону. Помимо прочего, вся нормативная база к закону о социальном обслуживании была еще и в рамках поручений президента, которое получило министерство. Предусмотреть все риски, наверное, невозможно. Жизнь покажет, что потребует внесения дополнительных изменений. Но со своей стороны мы попытались проработать все механизмы и все инструменты, которые позволят получать качественную социальную услугу для наших граждан. Один из самых главных стратегических вопросов – это наша демография. Несмотря на то, что в Абхазии по количеству своему небольшая страна, все же в ней очень много многодетных семей. И вот такой вопрос: какое количество у нас таких семей, и планируете ли вы им повысить пособие? Важным направлением нашей работы также является демографическая политика. На сегодняшний день в Абхазии значится 5649 многодетных семей, которые получают пособие. В соответствии с постановлением, которое принято в 2025 году, с 1 января 2026 года размер пособия существенно увеличится. Мы переходим к новой системе дифференцированного подхода. Если раньше это было единое пособие, то сейчас в семье, где воспитывается от 3 до 5 детей, пособие будет составлять 1000 рублей на каждого ребенка. В семье, многодетная семья, которая воспитывает от 6 до 9 детей, пособие будет составлять 3000 рублей на каждого ребенка. И семья, в которой воспитывается 10 и более детей, будет получать 6000 рублей на каждого ребенка.
Уже несколько лет в республике проходит целевая программа под названием «Развитие демографии». Производится демографическая выплата населению абхазской национальности. Мы сейчас не будем обсуждать, почему именно абхазской национальности. Это уже было сказано, я думаю, и все понимают, почему. Вопрос такой: какую роль в поддержке семьи при рождении детей играет эта демографическая выплата? Программа развития демографии — это не просто социальное пособие, это стратегическая протекционистская мера со стороны государства. Государство рассматривает демографическую угрозу как прямую угрозу безопасности нашего государства. Поэтому таким образом государство влияет и помогает семьям, в которых рождаются дети, планировать свое будущее. Ну, есть ли какая-то положительная динамика вот в этом проекте? Безусловно, положительная динамика есть. В 2021 году программа вообще была начата еще в 2017 году. В 2021 году программа была передана нашему министерству. С того периода она существенно модернизировалась. В 2023 году выплаты охватывали только семьи, в которых рождался третий ребенок. На сегодняшний день в 2023 году уже добавили выплаты на второго ребенка. В 2024 году выплаты уже коснулись даже первого ребенка. Безусловно, есть положительная динамика. Каждый год мы видим существенный прирост заявлений лиц, которые обращаются за данные выплаты. На 2026 год уже принята программа, в соответствии с которой на первого и второго ребенка выплата составит 100 тысяч рублей, на третьего и четвертого ребенка выплата будет составлять 200 тысяч рублей, на пятого и последующего ребенка выплата составляет 300 тысяч рублей на семью. Это долгосрочная стратегия развития, в соответствии с которой мы закладываем решение демографических угроз, с которыми мы в последующем можем столкнуться. Но мы в курсе, что у вас еще есть очень активная социальная служба, которая курирует семьи с детьми в сложных жизненных ситуациях. Вот здесь какая обстановка, сколько семей в этом нуждается? Да, одно из важных также направлений нашего министерства. У нас есть подведомственное государственное учреждение, социальная служба семей и детей, которая каждый день оказывает содействие и помощь семьям, оказавшимся в сложной жизненной ситуации. Масштаб работы данной службы говорит сам за себя. За весь период существования службы более 3500 обращений. Только за 2025 год 220 обращений. 780 семей находятся на постоянном сопровождении данной службы. Круг вопросов, которыми занимается служба, очень широкий. Это и медицинское сопровождение, иногда это просто документальное сопровождение. У некоторых семей не оформлены элементарные документы на детей, пособия, вопросы здравоохранения. Очень часто мы наблюдаем, что дети выпадают из образовательного процесса. Работа службы и специалистов социальной службы направлена на то, чтобы возвращать ребенка в образовательный процесс и чтобы они не выпадали из этого процесса. Служба очень активно и много работает в этом направлении, оказывая весь ресурс службы сосредоточен на том, чтобы не оказать разовую помощь, а прежде всего сопровождать семью таким образом, чтобы подкрепить и усилить возможности собственной семьи, чтобы дети оставались внутри семьи, были защищены здесь и сейчас. То есть это какие-то экстренные меры поддержки, но при этом вся работа службы направлена на усиление собственных возможностей семьи. При этом за 2025 год у нас есть 2 кейса, когда 2 детей были переданы в патронатные семьи по решению органа опеки и попечительства. 2 детей были переданы в патронатные семьи. И этот опыт был положительным? Этот опыт положительный, потому что есть ситуации, когда надо детей изолировать от биологических родителей в связи с какими-то сложными обстоятельствами, жизненными обстоятельствами. Но мы рассматриваем это как временную меру, это не полное лишение родительских прав, это временная мера для преодоления сложной жизненной ситуации. Уже несколько лет реализуется программа «Жилище», и в этом году ее бюджет составил 60 миллионов. Итак, такой вопрос: сколько же граждан получило жилье новое? Вы знаете, да, действительно, у нас реализуется жилищная программа. Это адресная помощь наиболее уязвимым категориям граждан, которые нуждаются в приобретении жилья. Это программа 23-25. На реализацию этой программы предусматривалось изначально
предусматривалось 180 миллионов рублей по 60 миллионов рублей на каждый календарный год. А за весь этот период, трехлетний период, пока действовала эта программа, 188 семей получили жилищные сертификаты на приобретение жилья. И так программа жилищная, она будет продолжена и дальше, 2026, 2027, 2028 года. И, насколько мы знаем, увеличился и бюджет, 80 миллионов уже. Такой вопрос. Вот эти 20 миллионов, которые добавлены, они могут ускорить продвижение очереди? В этом году принята новая программа «Жилище 26-28» с общим объемом финансирования 240 миллионов рублей по 80 миллионов рублей на каждый календарный год. Общий объем финансирования увеличен и еще и верхний предел получения зафиксированных сумм для одной семьи. Если верхним пределом по предыдущим программам был 1 200 000, то сейчас семья может получить 1 700 000 рублей, исходя из рыночной ситуации и вообще исходя из того, какое жилье может семья подобрать себе в соответствии с теми критериями, которые прописывает программа. Скажите, вообще, как это будет происходить? Я думаю, людям это интересно. Человек, претендующий на жилье, он пишет заявление, встает в очередь и получает? Как это происходит? Гражданин, претендующий на получение жилья, должен соответствовать тем критериям, которые четко прописаны в паспорте данной программы. Это инвалиды первой и второй группы Отечественной войны народа Абхазии, семьи, в которых воспитывается ребенок-инвалид, инвалиды с детства, многодетные семьи, в которых воспитывается 5 и более детей. И еще одним из главных условий программы является то, что семья, претендующая на получение жилья от государства, должна предоставить сведения, что он не является собственником какого-либо жилого помещения в любой форме собственности. Мы знаем, что у вас появилась новая услуга «Социальный транспорт». Эту услугу нам предоставило руководство Нижнего Новгорода, подарило 3 машины. Но в Абхазии 7 районов. Как вы планируете использовать 3 машины? Хватит ли это на все районы? Да, действительно, у нас появилась новая услуга для маломобильных граждан. 3 машины — это специализированный транспорт, который позволяет добраться маломобильным гражданам до социально значимых мест. Это больницы, учреждения, государственные учреждения и так далее. 3 машины поставлены на учет. Одна, значит, в городе Сухум, в городе Гудаута и в Очимчире. И каждая из этих машин обслуживает свое территориальное направление по всем районам. Услуга работает через диспетчерскую службу. Обращаться можно по прямому номеру 0909. Диспетчерская служба работает с 8 утра до 17:00 ежедневно. Заявку надо оставлять за 1 рабочий день до предполагаемой даты поездки. В вашем ведомстве есть управление по труду и занятости. И вот тут, насколько мы знаем, грядут масштабные изменения. Стоит вопрос создания системы персонифицированного учета. Или, другими словами, цифровизация населения. Скажите, почему это сейчас стало так актуальным? Вы знаете, да, действительно, у нас принят закон о персонифицированном учете в системе обязательного пенсионного страхования. Закон прежде всего касается пенсионного обеспечения, но в целом он мультипликативно отражается и на остальные сферы нашей жизнедеятельности. Учитывая, что наша сфера занятости и трудоустройства плохо оцифрована, и мы не всегда можем достоверно получить информацию о том, действительно ли человек является трудоспособным или, наоборот, является безработным. Благодаря закону о персонифицированном учете на всех работающих граждан будет заводиться личный страховой пенсионный счет в системе обязательного пенсионного страхования. Исходя из этого, это нам даст четкую ревизию и понимание того, какой процент населения является действительно трудоустроенным и какой действительно уровень безработицы на сегодняшний день. Исходя из этого, это очень взаимосвязанный процесс. После полноценного внедрения закона о персонифицированном учете мы уже сможем более качественно подходить к вопросу занятости и трудоустройства, подбирать нужные кадры, отправлять на переквалификацию, переобучение и так далее. Понимать, в каком секторе реально нуждаются, какой сектор
сектор экономики реально нуждается в дополнительных кадрах и специалистах. То есть вот эта процедура, она поможет показать реальную картину трудоустройства населения. Да. Выходит. Хорошо. Но если система заработает, какие возможности появятся у вас для помощи в трудоустройстве населения? Персонифицированный учет и налоговой системы, и пенсионной системы покажет нам, какая реальная потребность в кадрах существует на сегодняшний день в Абхазии. И это нам даст возможность для последующей работы с кадрами, с занятостью, с отделениями занятости и трудоустройства. По сути, управление по труду и занятости, которое вы упомянули в структуре министерства, это не орган занятости населения, это все-таки больше орган исполнительной власти, который занимается выработкой общей политики в отношении занятости и трудоустройства. Но присвоение страховых номеров всему населению Абхазии – это огромная работа. На каком этапе сейчас она находится у вас? Сейчас готовится программное обеспечение для внедрения для полноценного внедрения этого закона. Думаю, что присвоение номеров, вот как раз 26-й год, за весь 26-й год мы сможем охватить все население Абхазии для того, чтобы присвоить эти страховые пенсионные номера. Ясно. Ну и, наконец, самый щекотливый вопрос, который волнует уж точно все наше общество. Некоторые молодые мамы получили социальное пособие на территории Российской Федерации, как оказалось, незаконно. Они стали невыездными, многие заплатили штрафы, а некоторые даже получили сроки. Скажите, пожалуйста, решается ли их вопрос в вашем ведомстве и вообще где-нибудь решается? Вы знаете, да, это действительно очень такая щепетильная тема. По поручению президента была создана постоянно действующая межведомственная рабочая группа, в состав которой вошли руководители профильных министерств и ведомств, представители парламента и правоохранительных структур. Это прежде всего говорит о том, что вопрос на самом высоком уровне, на контроле государства. Тут надо уточнить главный вопрос, правовую специфику этого вопроса. В рамках межведомственного взаимодействия не представляется возможным вмешиваться во внутренние процедуры другого государства и в законодательство другого государства. Это все-таки прежде всего юридический и правовой вопрос, который не позволяет нам напрямую вмешиваться в правовое поле другого государства. На данном этапе больше рабочая группа занята сбором и систематизацией данных, оказанием посильной консультативной и правовой помощи лицам, оказавшимся в такой сложной ситуации. В целом это правовой вопрос, межгосударственный вопрос, требующий глубокого и тонкого анализа для последующих консультаций. Поэтому на данном этапе рабочая группа собирает данные, информацию об объеме обязательств, которые и об объеме тех сумм, которые будут истребованы в последующем. Кама Гарьевна, спасибо за интервью. У вас есть возможность обратиться ко всем жителям Абхазии с новогодними поздравлениями. Пусть 26-й год принесет в каждый дом тепло, уют и достаток. Желаю, чтобы наше старшее поколение было окружено заботой, любовью и почетом, а младшие подрастали в мире и благополучии. Пусть социальная защита станет для каждой семьи в Абхазии не просто словами, а надежным подспорьем, позволяющим смотреть в светлое будущее. С наступающим Новым годом!